В зале Чувашского национального музея состоялся брифинг с временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики Олегом Николаевым. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, какие проекты будут воплощаться в жизнь в ближайшее время. Одной из самых важных тем было и остается эффективное использование бюджетных средств и слаженная работа Кабинета министров и депутатского корпуса. Помимо такой системной работы Кабинета министров, конечно же, вовлечь в процесс реализации комплексной программы все заинтересованные стороны, каждого жителя Чувашской республики на своем месте. И здесь эта задача уже многогранная, которая лежит в том числе в плоскости взаимодействия с органами исполнительной власти муниципальных образований. Ну и, конечно же, весь этот процесс необходимо вовлечь весь депутатский корпус. Это и Государственный совет Чувашской республики, и вновь избранных депутатов органов, представительных органов муниципальных образований, с тем, чтобы, опять же, в соответствии с посылом президента страны, чтобы депутаты, как представители народа, работали как проводники в две стороны. В одну сторону, в сторону народа, своих избирателей, доносили те планы и задачи, которые стоят перед тем или иным муниципальным образованием, либо республикой, в соответствии с принятыми решениями, а все принятые решения обеспечиваются финансово через бюджет, либо региона, либо муниципалитета, которые утверждаются ровно депутатами. Ну и с другой стороны, обеспечивали бы через парламентскую деятельность, через парламентский контроль, взаимодействие с избирателями, функцию контроля и обеспечения повышения качества и эффективности исполнения всех тех мероприятий, которые заложены и в комплексной программе, и как следствие государственных программ, с тем, чтобы каждый объект, каждое мероприятие доходило до целевого назначения, чтобы жители Чувашской республики чувствовали реальные изменения в условиях жизни. Сейчас многих волнует вопрос вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Первая партия российской вакцины от коронавируса уже поступила в Чувашию. Первые в очереди на вакцинацию медработники, входящие в зону риска. Позже прививку смогут сделать все желающие. И каждый человек будет принимать решение, вакцинироваться или нет, сам, лично. И это решение будет подтверждать, как это принято, обычно соответствующей подписью и согласием на такого рода мероприятия. Но вакцина в Чувашии прибыла, это правда. И вы с вами слышали, по информации Минздрава Российской Федерации, что вакцина отправлена во многие регионы на сегодняшний день, она скоро прибудет во все регионы. Но пока прививка не начата, потому что мы ждем соответствия дополнительных инструкций, в соответствии с которым должны будет проводиться прививка. То есть наши врачи должны будут получить четкие регламенты, как это будет проводиться, каким образом. И только после этого будет уже начата прививка. Но при этом уже на сегодняшний день, если кто-то желает привиться, они, конечно, могут заявить о своем желании сделать соответствующую прививку. Рассказал Олег Николаев и о развитии туризма в Чувашии. Ведь сейчас многое делается для того, чтобы волжские красоты привлекали и российских, и иностранных путешественников. На сегодняшний день в Чувашской республике есть и зафиксировано более 80 туристических маршрутов. Они в той или иной степени пользуются разной степени популярностью. Наша задача все это систематизировать, заново пересмотреть и уже выработать продвижение вообще в целом Чувашской республики как привлекательного региона для туристического направления в комплексе, в том числе с использованием нашей великой реки Волга. Прозвучал на брифинге и вопрос о взаимодействии с китайскими инвесторами. Данному проекту особое внимание, но, к сожалению, реализация проекта была, скажем так, запущена, не так вот мягко скажу, запущена до того, что абсолютно хаотично выполнялись мероприятия, которые заложены были в этот проект. И вы знаете, было много разных событий, в том числе недовольство граждан как в Маргаушском, Чебоксарском, так и в Сивильском районах по этому проекту. На сегодняшний день по проекту ситуация такова. В рамках реализации совместных мероприятий выделены земли для того, чтобы
выращивать сельскохозяйственную продукцию, в том числе для строительства животноводческой формы фермы в Порецком и Шумилинском районах. Но, к сожалению, со стороны китайских партнеров на сегодняшний день не выполняются предусмотренные дорожной картой мероприятия. Это прежде всего разработка и предоставление в соответствии с российским законодательством проектно-сметной документации, выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены этой дорожной картой, нарушение отдельных норм законодательства в области природоохраны. И поэтому на сегодняшний день у нас идет сверка всех этих моментов. И правительство Чувашской республики, Кабинет министров выставило требования китайским партнерам, чтобы все те недочеты были устранены, приведение в соответствии с российским законодательством. И для того, чтобы не было дальнейших нарушений, ввести в состав коллегиальных органов управления этим проектом представителей правительства Чувашской республики с тем, чтобы проект реализовывался последовательно в соответствии с российским законодательством. Таким образом, все эти вопросы временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики взял под свой личный контроль. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.